Праздник мира, труда и весны. Первомай. Впервые в истории праздника без шаров, плакатов и флагов. Добрая традиция выходить на шествие тоже прервалась. Из-за пандемии коронавируса отменены массовые мероприятия по всей стране. Подробнее расскажет Алана Тумаева. Каждый год 1 мая центр города бывает полностью перекрыт. С самого утра сотни людей со всей республики приезжают сюда, чтобы принять участие в торжественном шествии. Оно начинается с самого проспекта Мира. Люди с яркими транспарантами идут сюда, в сторону Осетинского театра. А уже здесь для них устраивают масштабный концерт. Сегодня картина другая. Площадь перед Осетинским театром совершенно пуста. Нерабочие дни в республике продлены до 11 мая. Из-за пандемии коронавируса отменили и первомайскую демонстрацию. Однако лозунги профсоюзов актуальны. Защитники прав трудящихся работают дистанционно. Виталий Доброносов из рабочего кабинета перенес почти все бумаги домой. С коллегами общается по телефону и электронной почте. Контролируют, вовремя ли работники нацпарка Алания получают зарплату. Выплачивается полностью зарплата, и кроме этого было директором парка было сказано, что имеется возможность оказать единовременную помощь. Для этого написали заявление, просим выделить, чтобы все было на законных основаниях. И такая помощь была оказана. То есть это материальная денежная помощь, но поскольку все сотрудники парка получают зарплату на пластиковую карту, то вот она пришла на пластиковую карту сотрудникам. Я всех опросил. Всем была оказана помощь. Федерации профсоюзов республики отметили, пандемия коронавируса определила новый вектор работы. Перед профсоюзами стоит задача помочь всем, кто в условиях распространения коронавируса столкнулся с проблемами. Федерация профсоюзов также поддерживает медработников. Так называемые грязные зоны республиканских больниц направили партию защитных костюмов. Несмотря на сложный период, настроение праздничное. Я поздравляю в этот яркий, знаковый весенний праздничный день всех жителей республики с праздником 1 мая. Я хочу пожелать каждой семье, каждому гражданину, каждому жителю республики, в первую очередь здоровья. Я хочу пожелать мира, голубого неба и благополучия в каждой семье. Чтобы в каждой семье был достаток, чтобы у каждого была работа, чтобы все мы вместе сегодня, после вот этого периода испытаний, который нам приходится пройти, почувствовали, что только вместе мы можем преодолеть все трудности, которые нам предоставляет судьба. Яркий, масштабный и самый весенний праздник в этом году впервые проходит онлайн. Профсоюзы России объединились в интернете. Федерация профсоюзов страны призывает оставаться сегодня дома. Главный лозунг звучит так: «Проявим солидарность в борьбе с вирусом». Алана Тумаева, Давид Битиев. Новости Осетии.